Здравствуйте! В эфире информационная программа Ам-Шипшара. И сегодня в выпуске. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб отмечает юбилей. В преддверии Нового года Торгово-промышленная палата Абхазии подарила праздник детям из социально уязвимых семей Галского и Ткварчалского районов. В Сухуми зажгли главную елку страны. Для жителей и гостей столицы была организована праздничная программа. В посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации состоялась встреча президента Аслана Бжаня с представителями российского бизнес-сообщества абхазского происхождения, сообщает пресс-служба президента Абхазии. В ходе диалога президент дал исчерпывающую информацию о проводимом государством экономическом курсе. Он также затронул темы актуальной политической повестки. В частности, обсуждались темы привлечения внешних инвестиций в экономику Абхазии, необходимости правового регулирования статуса апартаментов, проблемы электроэнергетической отрасли и другие вопросы. После обмена мнениями по всем перечисленным вопросам было принято решение провести расширенную встречу в формате круглого стола уже в Абхазии. Премьер-министр Абхазии Александр Золотинскович Анкваб отмечает юбилей. Главе правительства исполнилось 70 лет. В разные годы он занимал ответственные руководящие должности, от исполняющего обязанности министра внутренних дел до высокого поста президента Абхазии. В свой день рождения, как и всегда, Александр Золотинскович на рабочем месте. Ведь государственные дела не терпят отлагательств, даже по такой уважительной причине. Известному абхазскому политику и государственному деятелю Александру Анкваб исполнилось 70 лет. Из них более 40 лет он посвятил общественной и политической жизни страны. За эти годы в Абхазии произошло множество событий. От активной фазы борьбы за государственность, Отечественной войны народа Абхазии до признания независимости и становления республики. Все эти годы Александр Анкваб был в центре политических и общественных процессов. Выпускник юридического факультета Ростовского государственного университета Александр Анкваб начал профессиональную деятельность в Министерстве юстиции Абхазской АССР. Был первым секретарем Гудаутского райкома комсомола, начальником Гудаутского районного отдела внутренних дел. С 1983 года по 1990 годы Анкваб был заместителем министра внутренних дел Грузинской ССР. Но из-за роста антиабхазских настроений среди грузинского руководства подал рапорт об увольнении и вернулся в Абхазию. В 1991 году он был избран депутатом Верховного Совета Абхазии. В период грузино-абхазской войны занимал должность исполняющего обязанности министра внутренних дел Абхазии. В 2005 году он занял должность премьер-министра и занимал ее до 2010 года. В феврале того же года Александр Анкваб стал вице-президентом, а в августе 2011 года президентом Абхазии. Занимал этот пост до 2014 года. В 2017 году Александр Анкваб был избран депутатом Народного собрания, а в 2020 году был назначен премьер-министром республики. Люди, с кем нам удалось пообщаться на улицах города, связывают с именем Александра Анкваб период строительства и восстановления многих социально значимых объектов Абхазии. Другие вспоминают этап его активной деятельности во внешней политике и не только. Золотинкович, он, знаете, он человек дела. Вот. Если он скажет, он исполняет. Если он взялся, он сделает до конца. А нет, так сразу ответ получится. Что нет? Вот и все. Чем он отличается от своим характером? Я его знаю, слава Богу, много лет, еще с Ростова-на-Дону, когда он студентом был, я был студентом. Он на юрфаке учился, а я в РЭСе учился. Как пример, он исполнитель власти. Хочется присоединиться к многочисленным поздравлениям сегодняшним и от всей души пожелать ему здоровья, крепкого благополучия и еще многих успехов в работе. Перед Абхазией стоят в очередной раз непростые задачи, и исторический момент делает их еще более сложно решаемыми. Поэтому тем людям, которые сегодня так сказать, у браздов правления республики, в 10 раз более сложно, чем вчера. Поэтому
Александру Золотинсковичу только успехов, терпения и в работе придерживаться всех принципов, которые он эти годы придерживается. Это в первую очередь порядок, и порядок тот, который мы стараемся в республике наладить, через который, может быть, очень многое в себе приходится ломать, но так или иначе дальше нам нужно только в этом направлении развиваться. Большие изменения были в Абхазии, много чего сделал, даже если говорить о том, что он направил финансирование для постройки нашего стадиона «Динамо». Вот. Также за освещение, если говорить, и много чего сделал для Абхазии. Желаю ему крепкого здоровья, семейного благополучия, всего самого наилучшего, чтобы в дальнейшем наша Абхазия процветала. Также он способствовал этому. Общественный и политический деятель, депутат парламента Леонид Лакербай, который фактически начал свой политический путь одновременно с Александром Анкваб, говорит, что за внешностью сурового руководителя и политика скрывается достаточно внимательный и мягкий человек. Во-первых, конечно, поздравить его, пожелать долгих лет, плодотворной работы. Во-вторых, хочу сказать, что неординарная личность, ординарная не смог бы пережить 6 покушений, и такой коронавирус, из которого, казалось бы, выхода не было. Но это так, в виде такой шутки. На самом деле, я хочу сказать, за вот этой кожей такого, лицом сурового, несколько восприятий человека, да, скрывается нечто другое. Я хочу просто привести один пример для понимания того, что человек раскрывается в самую тяжелую минуту. Я в этом абсолютно уверен и сам с этим сталкивался. Я хочу вернуться к февралю 2005 года, когда было совершено на него первое покушение. И так волей случая оказалось, что я сидел за рулем той машины, в которой он сидел рядом. Опять-таки волей случая получилось так, что успели пересесть, поменяться транспортом, и стрелявшие не совсем владели ситуацией, но тем не менее под перестрел попали мы. Значит, я немножко растерялся, крикнул он команду «Дави на газ». И вот когда уже проезжали ближе к Гуместинскому мосту, такая фраза с его стороны прозвучала, что сейчас будет стоять чистильщик. Ну, мне тогда это слово ничего не говорило, я потом узнал, что это такое. Это, оказывается, те люди, которые должны были стоять на добивании. Но вот в это мгновение, там, минута у нас была времени, он произнес такую фразу, которая, характеризует его, по-моему, как человека. Он говорит, ясно, что это направлено на меня, почему ты страдать должен в этой ситуации? Я не думаю, что кто-то мог бы так в эту минуту сказать. Когда ясно было, что покушение, конечно, было на него, но подумать о том, кто с тобой рядом, вот это его характеризует так, как многие его, наверное, не знают. А так, конечно, очень сложная фигура, тяжелая фигура. С ним работать было нелегко, скажу сразу. Это было счастье, если воскресенье был выходным днем. Мне кажется, и результаты есть. Я думаю, сегодня при любом отношении к нему никто не станет отрицать, что более эффективно, чем он, никто не воспользовался той помощью, которую нам оказывала Российская Федерация. И те объекты, которые были сделаны при нем, они сегодня функционируют, они украшают не только нашу столицу. Это показатель той работы, которую он провел и которая останется, по крайней мере, в понимании, в сердцах тех, кто готов оценить работу. Так что долгих-долгих лет ему жизни. Биография политика богата событиями. За годы работы в сфере общественной и политической жизни страны о нем сформировалось мнение как о строителе и менеджере. Александру Анкваб исполнилось 70. Для мужчины-кавказца это возраст, который знаменуется как период расцвета, где главные факторы – это накопленные годами мудрость и опыт. Асида Малия, Раму Камки, Абхазское телевидение. Президент Аслан Бжаня поздравил Александра Анкваб с юбилеем и пожелал ему здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Указом президента за весомый вклад в становление и развитие абхазской государственности и активную общественно-политическую деятельность Александр Анкваб награжден орденом Ахцапша первой степени. Один сультозер сазар.
Указ о награждении Ангваба Александра Золотинсковича орденом Ахтзапша первой степени. Весомый вклад в становление и развитие абхазской государственности, активную общественно-политическую деятельность наградить орденом Ахтзапша первой степени Ангваба Александра Золотинсковича. Президент Абхазии Аслан Бжаня. Александр Золотинскович сегодня принимает поздравления от близких и родных людей, друзей и коллег. С юбилеем премьер-министра поздравил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Хотелось бы отметить ваш значимый личный вклад в укрепление российско-абхазских отношений, основанных на принципах дружбы, стратегического партнерства и союзничества. Убежден, что дальнейшее углубление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация перспективных совместных проектов в полной мере отвечают интересам России и Абхазии, отмечается в поздравлении. В поздравительном адресе спикера парламента Лаши Ашуба говорится: «Пройденный вами трудовой путь посвящен благородному делу служения Отечеству. Всегда на самых высоких постах вы проявляли волевые качества настоящего руководителя. Ваше внимательное отношение к судьбам отдельных людей, к вопросам образования, культуры и спорта всегда вызывают в обществе чувство уважения и благодарности. Уверен, что все ваши добрые дела будут приумножаться и станут примером для многих руководителей». С юбилеем Александра Ангваб также поздравили ректор АГУ, академик Олег Угварами, глава администрации города Сухум Бистан Эшба. Руководство и коллектив абхазского телевидения присоединяются ко всем поздравлениям. Александр Золотинскович, желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в реализации всех намеченных планов. МВД Абхазии продолжает усиленные рейды по предупреждению профилактики правонарушений в республике. Все минувшие выходные сотрудники милиции патрулировали улицы городов и районов. В результате выявлено 910 административных правонарушений. Подробности в материале пресс-службы МВД. Уже несколько месяцев сотрудники милиции работают без времени на отдых и праздничных отгулов. Очередная суббота началась с построения в МВД, в ходе которого начальник УГАИ Баталагарба поставил задачи планируемого рейдового мероприятия, расставил акценты, проинструктировал личный состав. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Вольно. Слушаем цели и задачи сегодняшнего мероприятия по плану патруль, который мы будем проводить в городе Сухум. Задача – повышение уровня безопасности, выявление лиц, нарушающих правила дорожного движения, а именно управление транспортом в состоянии опьянения. Разделяемся на 10 экипажей, разделяем город с турбазы 81 и так до второй больницы по 86-й экипаж. Дальше от второй больницы в сторону маяка город Сухум. Рейдовые мероприятия по профилактике и предупреждению правонарушений на дорогах страны проводятся ежедневно. И ежедневно сотрудники милиции выявляют случаи вождения автомобиля в нетрезвом состоянии. В ходе анализа дорожно-транспортных происшествий был разработан план-график работы подразделений в период свадебных мероприятий и в преддверии Нового года. В ходе этой работы, как вы видите, сейчас за моей спиной стоит личный состав. В выходной день мы усиливаем режим работы для того, чтобы повысить уровень безопасности и выявить как можно больше лиц, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии. В ходе анализа и нашей работы на сегодняшний день мы видим колоссальное количество лиц, управляющих транспортом в состоянии опьянения, несмотря на нашу продолжительную, ежедневную, круглосуточную профилактику по выявлению этих лиц. Так, за 11 месяцев 2022 года, сравнивая с аналогичным периодом 11 месяцев прошлого года, было выявлено 5000 нарушений правил дорожного движения по статье 119. В аналогичный период, повторюсь, было 4000. В преддверии новогоднего праздника каждый коллектив и все семьи хотят его отметить в кругу своих близких. Проводят массовые мероприятия. В этой связи хотел бы обратиться к нашим гражданам. Не садиться за руль после праздника, после корпоратива, после свадьбы в нетрезвом состоянии. Не превращайте праздник в горе и беду. Как показывают последние происшествия, которые у нас произошли,
причина дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли люди и получили тяжкий вред здоровью, стало управление транспортом в состоянии опьянения. Не подвергайте опасности себя и других граждан, которые являются участниками дорожного движения. Патрульные экипажи выезжают на рейды с оперативным составом, укрепляются посты ДПС. Первая часть профмероприятия «Патруль». Экипажи ездят по улицам города и выявляют подозрительные автомобили. Наибольшее внимание уделяется отсутствию госномеров, тонированным машинам, нарушителям скоростного режима. Во время рейда сотрудники замечают подозрительно передвигающееся авто. Водитель, заметив машину со спецзнаками, ускорился. Экипаж среагировал. В подобных случаях в сопровождении сотрудника госавтоинспекции водителя доставляют в наркодиспансер для последующего прохождения медицинского освидетельствования. В ходе патрулирования улиц города Сухум экипажами госавтоинспекции были выявлены подозрительные граждане, маневры которые оказались подозрительными для сотрудников ДПС. Они доставлены в наркологический диспансер за моей спиной. Сейчас будет проходить медицинское освидетельствование этих водителей. Будет устанавливаться факт употребления алкоголя или другого наркотического вещества. В соответствии с порядком необходимо, чтобы был врач-лаборант, который проведет анализ биоматериала и даст акт медицинского освидетельствования. Это достаточно для того, чтобы в отношении нарушителя, если будет положительный результат, возбудили административное производство. В соответствии административного законодательства, если гражданин отказывается от медицинского прохождения, это фиксируется актом, и данный акт будет приравниваться положительному результату. И он подвергается не 12 тысяч штрафам санкций, 12 тысяч рублей, а сразу же к аресту 15 суток. При медучреждении лаборатория, осуществляющая деятельность в круглосуточном режиме. После забора биоматериала лаборант его исследует. Ответ готов в течение нескольких минут. В этот раз профессиональная интуиция сотрудников не подвела. Тест положительный. Водитель управлял авто в нетрезвом состоянии. В аналогичном состоянии пребывал его пассажир. Далее рейдовое мероприятие продолжилось стационарно. Руководство распределило экипажи по улицам. За ходом рейда наблюдает лично замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа. Останавливают все подозрительные автомобили. Итоги проведенных в субботу и воскресенье рейдов формируют в единый отчет в утро понедельника. За 2 выходных дня по республике выявлено 910 административных правонарушений. 121 протокол составлен за управление транспортом в нетрезвом состоянии. В ходе продолжительной работы подразделений госавтоинспекции по выявлению нарушителей правил дорожного движения за неделю было выявлено 2528 нарушителей правил дорожного движения, из которых 268 лиц – это лица, управляющие транспортом в нетрезвом состоянии. А также за 2 выходных дня личный состав Министерства внутренних дел нес усиленную службу по предотвращению нарушений правил дорожного движения, в ходе которых было выявлено 910 нарушений правил дорожного движения, из которых 121 лиц, управляющих транспортом в состоянии алкогольного или иного опьянения. Исходя из анализа и вышеупомянутой статистики, мы видим, что количество лиц, управляющих транспортом, не снижается. Это количество крайне опасно. Нам необходимо всеми возможными методами снизить количество лиц, садящихся за руль в состоянии опьянения в преддверии новогодних праздников, корпоративов, свадебных мероприятий. И в этой связи принято решение министра внутренних дел публично показывать на средствах массовой информации всех лиц, которые будут садиться за руль в алкогольном или ином опьянении, будут задержаны сотрудниками и будут показаны по телевизору и в остальных социальных сетях. Усиленные рейды сотрудники милиции продолжают далее, работая в ежедневном режиме. МВД напоминает, основной целью сотрудников является снижение количества нарушений ПДД и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. В преддверии Нового года торгово-промышленная палата Абхазии подарила настоящий праздник детям из социально уязвимых семей Галского и Ткварчалского районов. Школьников ждала насыщенная программа. Подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Новый год для детей – это пора чудес и подарков, время исполнения желаний. И праздник должен прийти к каждому ребенку, независимо от его социального положения. Поэтому ежегодно в преддверии самого волшебного времени в году многие организации и учреждения республики организовывают благотворительные акции. Вот уже 3 года подряд торгово-промышленная палата Абхазии проводит новогоднюю акцию «Наши дети». В этом году ТПП устроила праздник 60 учащимся 4
4., 5. и 6 классов Галского и Ткварчалского районов. Программа началась с посещения главной елки страны. Я мама двоих очаровательных детей. Один ученик 6 класса, одна пока в дошкольном учреждении. Хотелось бы от лица, наверное, всех родителей поздравить и детей, и родителей с наступающим Новым годом. В первую очередь в это непростое время хочется пожелать всем здоровья, потому что на сегодняшний момент это самая, наверное, актуальная для нас тема. И от всей души желаю, чтобы все детишки нашей маленькой родины могли радоваться всему тому, что сегодня у нас есть. От главной елки школьники отправились в бургерную. Игры, конкурсы, веселье. Детей ждала насыщенная программа. Здесь, в игровой комнате, они также смогли пошалить, побегать и порезвиться. Первый раз здесь? Да, первый раз, нам очень нравится. Да, нам очень нравится. Мне больше всего понравилось то, что мы неожиданно приехали в Бургер Кинг, и тут такая развлекательная комната, можно даже Wi-Fi ловит. А дальше детей ждали аниматоры, танцы, песни, стихи, различные игры и загадки. С наступающим праздником школьников пришли поздравить Дед Мороз и Снегурочка. Без печали и забот, чтоб с успехом вы трудились, а на праздник веселились. А еще ребята смогли почувствовать себя кондитерами. Для них был организован мастер-класс по оформлению кондитерских изделий. Каждый смог приготовить и украсить свое шоколадное печенье и пирожные с глазурью. Мастер-класс провела кондитер Мадина Агумава. Держим. Ручкой посыпаем. Отпускаем. Поняли? Да! Потихонечку. Покажи, пожалуйста. Сюрпризы на этом не закончились. Дальше детей ожидало посещение компьютерного клуба с поддержкой виртуальной реальности. Ежегодные благотворительные акции в поддержку детей из социально уязвимых семей стали уже доброй традицией для торгово-промышленной палаты Абхазии. В этом году были выбраны 2 района республики – Галский и Ткварчалский. Списки детей формировались согласно данным из районных отделов образования. В этом году детишки из Гальского и Ткварчальского районов по приглашению ТБП имели возможность посетить главную елку столицы, а также специально для них разработана насыщенная развлекательная программа с приглашением специалистов по организации мастер-классов. Мы очень надеемся, что дети получат хорошее настроение и увезут с собой самые добрые, искренние и светлые воспоминания. В завершении программы детей ждал вкусный обед и вручение подарков. Безусловно, школьники запомнят сегодняшний день и организованный для них праздник. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bells. Гугут Савардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Накануне в Сухуми зажгли главную елку страны. Посмотреть на зеленую красавицу пришли жители и гости столицы. Здесь же состоялся праздничный концерт с участием артистов абхазской эстрады. На площади Свободы в Сухуми по-новогоднему атмосферно и ярко. Кругом пестрят разноцветные огни. Во все времена ель была главным символом Нового года и Рождества. И сегодня представить без нее праздник невозможно. Искусственная новогодняя красавица в этом году украшена преимущественно зелеными, желтыми и малиновыми огнями. Не обошлось и без символа наступающего 2023 года – кролика. Здесь же у главной елки страны организованы развлекательные игровые площадки, фотозоны, куда родители могут привести своих детей. С 25 декабря здесь проходят праздничные мероприятия с участием артистов абхазской эстрады.
Дома Беслан Эшба поздравил жителей и гостей столицы с наступающим Новым годом. От всей души хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Пускай 2023 год принесет много радости, счастья, мира обязательно и, конечно же, крепкого здоровья. 2023 год для нас очень знаменателен тем, что будет 30-летие нашей победы в Великой Отечественной войне народа Абхазии. Я думаю, каждое событие в будущем году, которое будет вознаменовано с этим праздником, должно пройти значимо. И мы все вместе должны в этом участвовать, чтобы видели наши дети и будущие поколения, чего стоила нам эта победа в войне народа Абхазии. Всех вас с праздником, с наступающим Новым годом! Чамзилашняк! Как всегда, в преддверии праздника Площадь Свободы меняет свой облик. Она становится яркой и красочной. Помимо нарядной елки, здесь есть торговые павильоны, где можно купить много вкусностей. Мини-3D-кинотеатр, где будут транслировать рождественские фильмы для детей и взрослых. Горожане с семьями приходят к главной елке страны, чтобы ощутить приближение волшебного праздника. С Новым годом! Желаю счастья, здоровья, чтобы в новом году все было по-новому и все было отлично. С наступающим Новым годом! Я всем желаю счастья, радости, настроения новогоднего всем желаю, чтобы у вас все было хорошо. С Новым годом, вы лучшая страна! Молодцы. Страна души, спасибо за прекрасный отдых, елка. Вот. Хорошего года, пусть все будет хорошо, настроение будет хорошим. Жителей и гостей столицы у главной елки ждут концерты, представления, интерактивные игры и еще много приятных сюрпризов, вплоть до 10 января. Алика Трапс, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение. Мэр Сухума Беслан Эшба распорядился осуществить выплату единовременной материальной помощи многодетным семьям, имеющим четверых и более детей и другим категориям получателям пособий. Всего на эти цели из бюджета столицы было выделено более 2,5 миллионов рублей. В преддверии Нового года в администрации столицы поздравили юных горожан с наступающим праздником. Все подробности в материале пресс-службы. В преддверии Нового года в администрации Сухума поздравляли юных сухумчан с наступающим праздником. 11 детей-сирот и их опекунов пригласили к новогодней елке в мэрии. От души вас хочу поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать крепкого здоровья. Хорошо учитесь, чтобы стали гордостью нашей страны. Вот. Вы наше будущее. Глава Сухума вручил детям новогодние подарки. Беслан Эшба также каждому в конверте подарил по 5000 рублей из личных средств. Четверо братьев Ласурия пришли в мэрию с бабушкой Замирой Гогия, которая их воспитывает после трагической гибели родителей. Ашук что джаракала, пынгылама мянзерхо, ачи бытан яратбала, аблагугра котепхо, авапашкуако и вцаны, ами купицакны, анны пылыта хучква, оха школа чейсаны, ашук цутьяж запшны, рабжиты ганаферхойт, абслазикшуй дикошойт. Опекуны сирот поблагодарили Беслана Эшба за традиционное новогоднее поздравление с презентами. Хочу выразить благодарность администрации города Сухум за заботу, проявленную в такой прекрасный день, так как эта категория детей нуждается в заботе, нуждается во внимании. Спасибо вам, Беслан.
Федорович, и всех вас благодарю за то, что вы проявили такое внимание, и дети почувствовали сегодня радость. Спасибо вам. А вам всего хорошего. Ваших успехов в вашей работе, чтобы все у вас получалось на благо нашего города и на благо сухумчан. Кроме того, глава администрации города Сухум накануне Нового года распорядился осуществить выплату единовременной материальной помощи. Многодетные семьи, имеющие 4 и более детей, получат на каждого ребенка по 3000 рублей. Также 3000 рублей получат по уходу за инвалидами детства до 16 лет. Инвалидам-колясочникам выделено по 5000 рублей. Всего более 2,5 миллионов рублей зачислено 746 получателям. Выплаты произведены за счет средств резервного фонда администрации города Сухум на 2022 год. Амрамич Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. В Сухуми открылся новый детский магазин под названием «Наследник». Здесь можно приобрести все, что нужно новорожденному как для повседневного ухода, так и для торжественной церемонии выписки младенца. Репортаж Эсмы Голанзе. Яркая новогодняя витрина на Абазинской 12 по-настоящему радует взгляд. Внутри уютно и эстетично, но все же главное – качество. Здесь оно на высоте. В магазине «Наследник» вы найдете широкий спектр товаров и аксессуаров для новорожденных, которые с трепетом подбирает каждая мама. Здоровье, качество и комфорт – именно такими принципами руководствуется врач-неонатолог, педиатр с 17-летним стажем Мадина Маргания. Имея некоторый профессиональный опыт работы с новорожденными, решила как бы к этому подойти немножко с другой стороны и обратить внимание обращаю часто внимание, как дети кожей реагируют на определенные вещи, то есть одежду. И для меня это стало как бы, в общем-то, интересно, любопытно, и просмотрела нескольких, даже, наверное, много просмотрела разных производителей и остановила свой выбор на «Наследнике» Выжанова, потому что это самая, на мой взгляд, качественная на сегодняшний день продукция. В продукции используются только натуральные ткани, которые не вызывают аллергии. И, конечно, немаловажный фактор – практичность. Вещи не скатываются и не портятся после стирки. На сегодняшний день мы единственные представители «Наследника» Выжанова в Абхазии. Мы будем развиваться и распространяться по Абхазии дальше. Самое главное, чтобы ребенок улыбался, ему ничего нигде не давило, чтобы ему не было некомфортно. Если ребенок счастлив, то и мама счастлива. Для нас было счастье ребенка и мамы – это в приоритете. Помимо одежды в магазине представлено детское питание, подгузники и уходовая косметика. «Наследник» планирует расширять ассортимент, охватывая и другие возрастные категории. В перспективе я планирую мамам проводить на базе нашего, не хочется говорить магазин, это скорее такое пространство для мам и детей, где они будут получать полную информацию о той или иной продукции, в том числе и о питании, и прикорме, и когда его вводить. Будем там по вечерам за чашкой чая проводить такие беседы, что хорошо, что не очень, что на что поменять, у кого какие проблемы. Но это мы пока разрабатываем такой проект, наверное, пока он такой в пилотном виде, но потихонечку мы будем нарабатывать. Очень интересно нам, наверное, будет в перспективе услышать какие-то пожелания от наших мамочек. Да? Хотелось бы иметь некоторую обратную связь. Кроме того, магазин намерен развивать социальную составляющую в виде поддержки детских благотворительных фондов. Приглашаем всех родителей на Абазинскую 12. Ваши наследники и наследницы, несомненно, будут в восторге. Эсма Голанзе, Рада Чачава, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 27 декабря, на территории Абхазии ожидается облачная погода. Ночью и утром возможен дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью 2,7, днем 7-12 градусов тепла. Температура морской воды плюс 12 градусов. На этом информационный выпуск Камшик-Шара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.